Это третий день в Ингушетии, а эмоции все так же через край. Участники проекта раньше не были в Ингушетии. Несмотря на холодную погоду, туроператоры внимательно слушают экскурсовода и интересуются мемориалом памяти и славы. Здесь запечатлены самые значимые страницы истории ингушского народа. Валерия Буслова даже немного отстала от группы, чтобы лучше рассмотреть памятники. Девушка приехала из Москвы. Советовать туристам посетить республику точно будет. Да, я уже рекомендую, я уже в соцсетях написала про вашу страну, выложила фотоотчеты, видео и приглашаю всех своих туристов приехать к вам уже в апреле месяце 2022 года. Сторожевой комплекс, который, к сожалению, я не помню название, который более 10 сторожевых башен находится и который сейчас восстанавливается. И туда вот мы обязательно привезем своих туристов и будем показывать вашу историю вашей страны. Они все зовут Ингушетию маленькой страной. Действительно, величественные горы, многовековые башенные комплексы. История и культура не оставляют равнодушным никого из приезжих. Мы здесь всего лишь 3 дня. Я сегодня отбываю в столице Российской Федерации, город-герой Москву, но так жалею, что я покидаю и Ингушетию. Здесь самое главное — чудесные, душевные люди, прекрасная природа, чистая экология, горные реки. И, конечно же, мы побывали в Армхи, если я правильно произнесла, то, конечно, мы видели, как преобразился курорт. Сегодня туроператоры сами в роли туристов. После мемориала памяти и славы гости направляются в Магаз. Визитная карточка столицы – башня Согласия. 1700 метров продолжительности у нас подъема. И вот на каждом уровне поднимаясь у нас 3 основных зала. Первый зал внизу – это этнографический музей. Второй зал, он зал заседаний Совета старейшин. То есть они здесь используют его, да? Да, используется. И вот следующий, третий зал, это был этнокафешка, тоже летний сезон только работающий, который тоже такое ланское подворье называется. Кроме внутреннего устройства башни, сегодня ничего не увидишь. Насладиться видом Магаса с высоты птичьего полета из-за густого тумана не получилось. Но для туроператоров это еще одна причина вернуться сюда еще раз. И моя задача как туроператора, я вижу свою задачу в том, чтобы донести до наших туристов правильную информацию о стране и чтобы направить к вам именно правильного туриста, подготовленного туриста, чтобы это было путешествие не для галочки, а путешествие, которое бы осталось с человеком всю его жизнь. Потому что самая сильная сторона, конечно, это ваше гостеприимство, это ваши замечательные люди, ваши замечательные гиды и все работники, которые вот сейчас нам показали свое лицо. Такие мероприятия Комитет по туризму проводит ежегодно. Главная цель проекта, чтобы приезжие получили массу положительных эмоций и, конечно, внесли свою лепту в развитие туризма в регионе. В этом году мы сейчас его провели на конец года, открывая летний сезон, показывая, что можно посмотреть. То вот у нас прибыли туроператоры и турфирмы из различных регионов России. Всего у нас в рекламном туре, в этом информационном, участвует 37 представителей турбизнеса с разных регионов России. В основном здесь Москва представлена, Урал, центральная часть России, есть даже из Хабаровска прибывшие туроператоры. А после изучения достопримечательностей туроператоры направляются в студию «Истинг», чтобы также изучить и культуру ингушей. В программу еще добавили народные танцы. Это последние мероприятия в рамках рекламного тура. Хава Газикова, Рамазан Зурабов. Новости 24.